Официальный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта: клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта: заборы жалюзи «Гранд Стил». В эфире проект «Ты можешь». И если вы думаете, что похудение зависит только от диеты, от тренировок, вы заблуждаетесь. Путь к похудению лежит через познание себя, через преодоление себя. И именно поэтому сегодня мы собрали нашу команду у подножья горы Иремель. Всем привет, друзья! Можно поаплодировать. Очень классно упаковались, мне нравится, вы очень грамотно подошли к этому заданию. Я высылал вам чек-лист, в котором указывал те вещи, которые вам нужны. И я по-настоящему рад, что сегодня вы приближены к тем реалиям, которые помогут вам совершить восхождение на Иремель. Есть среди вас те, кто был уже на Иремеле? Единственное, кто был, это была Лиля. Сейчас мы с вами находимся в деревне Тюлюк на базе Роза Ветров, за что им огромное спасибо. Ну, к слову, это в принципе старейший оператор, который устраивает восхождение на Иремель и на другие горы нашей республики. Мы здесь с вами будем находиться несколько дней. Сегодня день первый. Я скажу вам честно, что многие люди, такие как вы, с избыточным весом считают, что им это не дано, что это не для них. Сегодня и завтра вы сломаете стереотипы. Сейчас вы встали на путь изменения. Вы скидываете все лишнее, что мешает вам чувствовать себя счастливыми. Сегодня и завтра вы поймете, как найти дорогу, как найти путь к себе, к желаемому, к результату. А прямо сейчас мы садимся с вами в наш автомобиль. Шторы занавешены. А я люблю в окошко смотреть, когда еду. Да, здесь душно. Медведем, да? Когда нас везли в машине, было очень интересно и любопытно. Я подумала, что мы пойдем обратно пешком, и поэтому, чтобы дорогу не видели. Куда везут? Что за мероприятие будет? От того, что мы сейчас будем переживать, дергаться, что изменится что-то что ли? Хоть даже из зашторенной шторы, но я думала, прям уж далеко не увезут. Такое ощущение было, что нас по одному отправят в лес искать разные приключения на свою пятую точку. Нет, я надеюсь, живые будем. Главное, живые. Читай в свежем выпуске журнала «Собака.ру» интервью участников телепроекта «Ты можешь». Дальше мы с вами форсируем вот эту реку, переходим, там есть мост пешеходный, но на нем крайне аккуратно. Я хочу сказать еще одну очень важную вещь. Здесь, в этом лесу, есть волки. Я сейчас не шучу, я сейчас не нагоняю жути. Я хочу сказать, что волки здесь есть. Насчет медведей вы можете успокоиться. Медведи здесь уже давно не выходят к людям, волки выходят.
Мы сейчас, когда с вами дойдем до места назначения, я дам указания, как действовать, как себя вести, если вдруг волк вышел к вам. Все, дальше готовы прогуляться немножко? Нет. Тогда за мной. В итоге вздохнула, когда нас отправили командой. Смотрите, что мы делаем сейчас. Как я говорил, сегодня для вас задание не напряжное. Сегодня просто легкий отдых на природе. Что мы делаем? Сейчас мы оставляем здесь вас с одним оператором, который будет вас снимать. И здесь, вот на этом пятаке в радиусе 40 метров, внимание, вы сегодня проведете 7 часов. Нам объяснили, что нас оставляют в этом лесу на 7 часов. Нам нужно развести костер. Ну, такой небольшой сначала штопор какой-то был, да, непонятно, что мы будем делать там 6 часов в лесу, возле костра. Сейчас время 3:30, соответственно, 11:30 вечера. Мы за вами вернемся. Ожидал всего, только не вот этого вот. Я не поверил ему. Искандер так говорил убедительно, что уже не воспринимала как шутка. Дорогу обратно искать не рекомендую. Заблудитесь, упадете. Выходить отсюда нельзя. Здесь, на этом пятаке, вы должны провести 7 часов. Чтобы вам не было скучно, я захватил для вас палатку. Поставите палатку, погрейтесь внутри. Я сказал взять с собой чай, что-то перекусить у вас есть. Сейчас, через несколько часов, здесь реально станет темно. Первый вопрос, наверное, в голове был, да, а приедут ли вообще, как бы, да, потому что, ну, снаряжение взяли там полностью, да, практически всю экипировку. Без огня, без света находиться в этом лесу станет опасно. Я говорю серьезно. Вот сейчас игры кончились, шутки закончились. Задание, которое вы сейчас получаете, оно сложное, я знаю, но это не самое сложное, которое вы еще пройдете на протяжении нашего проекта. 7 часов до темноты. Фактически в темноте вы проведете 5 часов в полной темноте. Позаботьтесь о том, чтобы костер был. Я желаю вам удачи, проведите это время хорошо, а я поеду заварю себе кофеечку. Так, мальчики распахивают, девочки собирают ветки, дрова. Да? Так, да, давайте И заодно сразу метить начнем. подводим, да, сходить пометьте в разные стороны. Вы какие дрова соберите? Сухие, да, знаете, собирать? Вот сухие дрова. Все? Ну, единственное занятие, которое там было у нас, это ходить искать дрова. И все дружно ходили. У меня в машине топор лежал. Надо было взять, кто знал. Я думал, пойдем куда-то в поход. Да, и у меня и сухпайок лежал, там и спальник, и туристический коврик, которые бы, ну, все вещи пригодились нам, конечно, да. Нет, я хотела взять там, а там вон куча какая-то, я боюсь брать эту палку. Я испугалась, я вот больше всего боялась, что встретить животных, наверное. Так, сделаем. Совместно начали костер разводить, делать, причем это очень быстро получилось. Да пока вроде нет. Другие форматы, это мы все в одну. Сейчас мы сделаем. Подожди. Тебя подержать? Мальчики, столько не хватит, да, дрочить? На 7 часов вряд ли. На 7. А? Жарко. Ну, сначала какое-то такое переживание было, но потом думаю, ну, по крайней мере, я считал, что какое-то новое ощущение будет,
потому что интересное времяпрепровождение. Ну, и я был нормально доволен. Не, давайте поставим пока светло, потом будем чай пить. Там обычно где? Ни одно дерево не пострадало, а труп ты можешь. Мы с девочками разбивали палатку, мальчики организовывали кострище. Нам надо ее за верх поднять. Надо к тебе, мне вот Нет, туда ты надо. сюда, а я вот отсюда. Пахнет? Все. Нет. Лиль, приподними, пожалуйста. Он такой горячий. А у тебя кофе есть? Балдеющий чай. Там сливки есть, и у нас там еще есть кофе. А я, кстати, правда стала такая посильнее, что ли, я даже могу свой рев. Что-то крепкий стал, короче. Свои Чай слезы крепкий сдержать. очень. Ты выпьешь сейчас мой чай, А мне? А тунца когда жарить будем? С яйцами он хорошо Там идет. еще курица у нас жареная, по-моему. Жареная? Да. Нет, в смысле вы ночуете здесь и утром туда. Тебе не верим. Да, нормально, как раз приедем, минус 5 сразу будет у всех. Вот я тогда вообще сильно паниковала. Ох. Еще Виталий нагонял там. Очень хорошо. Такую ты интригу прям сеешь. Зачем ты раздор сеешь сюда? Ну, прекращай. В лесу, в палатке все будут ночевать. Никто не поедет никуда. Конечно. Нет, там у вас будет развод, короче, станут, скажут, один может поехать, ничего за это не будет. И одного вы должны будете выбрать, кто поедет туда. А если мы все останемся? Ну, Слушай, я могу пожалуйста. поехать и вернуться. Согласна, да. Тихо, слушайте. Что это? Скажи, Берите спальники, если взяли. Он так сказал, нет, но когда если кушали. мы будем мерзнуть, он в планету, чтобы накинуть. А я думала, отдохну. Ну отдыхай. Нет, в палатке 3 и ночи спать. спокойно Отдых уже посплю. А здесь спать не говорят, оказывается, не дадут. Еды было предостаточно, как, но выжить можно было бы, ну, дня 2 точно. Нет, посменно будем спать, что? Чтобы волки нас не сожрали. Все, сейчас ты, потом я. Тут столько этой ежевики летом, когда вот ягод, малина даже есть. Давно? Оставь на ночь батарейку. Бородач. Ну и костер прям, ну, мы прям на хороший делали. Надо так ломать и ложить вот так, чтобы они сохли. Все, вылечил Иринку? Да, конечно, смотри. Люблю. Прям вообще, да. По-моему, сильно Так красиво, да? Сильно. страшно. Потом выставим в сторис. Я занимался там сбором дров, да, там выравниванием эмоционального состояния, как бы женской части, да, нашего населения лагеря. Знаете, что самое тяжелое? Это когда ты знаешь какую-то дату и ждешь ее, а она не происходит. Поэтому не ждите, что вы считаете это Я время? не жду, я просто спрашиваю. Даже когда мы там остались, я очень сильно переживала. Мне очень сильно помог Артур. После общения с ним я, можно сказать, вздохнула спокойно. Это наш Нет, ну а что, там пока не так холодно, можно еще подремать, полежать. Ага, я боюсь, что меня забудут. Ну, мы еще и там еще кое-что дополнительно придумали, чтобы в палатке было тепло, да, и нормально было. Земля холодная. Попробуем ветки положить. Земля холодная. Немножко я, например, подиспугалась. Думали, как будем спать, как будем дежурить. Еще хватит ли нам дров до утра. Мне кажется, наоборот, когда Птички шумно. поют, ё-моё. Когда шумно не подойдут. А инопланетяне тут водятся? Это аномальная зона. Инопланетяне. Люция? Тихо. Что это опять? Но если это волки, ну, блин, ну это страшновато, конечно. Потому что ну, знание того, что да, там волки нападают стаей и никогда не по одному, да, ну, блин, ну это опасненько. А как от медведя убегать? Никак, да.
Только А? орать и топать, и все вместе орать, да. Ага. Он испугается. Мы все думали, то, что сейчас или волк выйдет, или мы медведя разбудим. В итоге есть кто-то, нет? Где? Ну ты же говорил, что где-то есть. Когда было темно, все прислушивали, то, что там где-то ветка хрустнет, еще что-то. Вот же он, бля. Я же тебе говорю, кто-то пытается, бля, но у него не получается. Я немножко заблудился. Заблудился. Ты как раз к Я перекусу. решил вас проведать. А что так рано-то? Ну, я просто решил вас проведать. Тушите костер, собираете палатку, все пакуете и ногами пешком доходите до лагеря. Машины потому что нету. Все, вам на все про все 10-15 минут. Мы ждем вас в базовом лагере, потому что машина одна для операторов, для камеры и так далее. Все, собираемся и ногами доходим, здесь недалеко. Дорога одна, вниз по склону, доходите до деревни, все. Спасибо, босс. Хорошего тренера не должны любить, хорошего тренера должны ненавидеть. Но это та самая ненависть, которая поможет спортсмену, человеку, который хочет изменить свою жизнь, действительно добиться желаемого результата. Они привыкли, что все происходит по их правилам. Они привыкли быть немножечко на лайтах. Они привыкли, что мы немножко на них надавливаем, а потом отпускаем. Нервная система привыкает к этому. Сегодня они немножко, но вышли из зоны своего комфорта. И сейчас наверняка они подумали, что их ждет автобус внизу. Но нет, до лагеря, до Тюлюка они пойдут пешком. И это станет еще одним небольшим испытанием. Ведь по приходу в деревню их ждет еще одно сложное испытание. И к этому они точно не готовы. Ну что, к слову, я рад, что все добрались до нашего базового лагеря. Как настроение? Отлично. Ну да. Вроде улыбаетесь, а глаза грустные. Но все нормально. Как вам сегодняшний день? Понравилось? Хорошо, что мы добрались обратно. Хорошо, что добрались обратно. Понравилось, очень понравилось. Я хочу сказать, этот момент остался за кадром, но наши участники обратно шли пешком в полной темноте, и шли они 1,5 километра по льду, по заледенелой дороге после того, как мы уехали со съемочной бригадой. Мне на самом деле понравилось, что вы сделали такой марш-бросок небольшой, хотя я сегодня говорил, что это будет легкое, приятное времяпрепровождение. И насколько мне стало известно, вы там получили удовольствие, поразвлекались, потанцевали, попели песни. Немножко прогулялись. Ну что, у меня для вас супер новость. У меня для вас супер новость. Опять. Мы идем, ребят, мы идем в баню. Сейчас для нас подготовили баню, но перед этим мы с вами должны покормить собаку. Для этого сейчас, пожалуйста, сходите в свой домик, возьмите сланцы и приходите обратно. Я жду вас здесь. Но я реально подумала, что пойдем кормить собаку большую, причем я думала, типа волкодава. Начал мою собаку кормить. Что-то опять какое-то новое мероприятие придумали, занятие, да? Я представлял вот этого большого пса, да, который там был возле бани, но... Чтобы в баню попасть, надо накормить собаку. Ну, думаю, для чего шлепки? Шлепками закидаем, что ли? Давайте. Hair для you. Видели бы они эту собаку? Ну, скоро они с ней познакомятся. Ведь собака каждого из нас сидит здесь. Ребят, я знаю, что у вас сейчас самый главный вопрос, почему я сказал про баню и что за собаку мы пришли кормить. И третий, почему мы стоим у воды. Кстати, температура воды всего плюс 2-3, наверное. Видите, лед образуется, уже ледяная корка на поверхности. Это горный ручей, горная река. Что за собака? У каждого собака, она своя. Она здесь. И собака бывает голодная и злая, и бывает сытая и добрая. Оказалось, это была метафора слов, которая обозначает, что мы должны накормить свою внутреннюю злую собаку, чтобы успокоиться и принять какие-то ситуации, которые с нами происходили в жизни. И сейчас в головах каждых у вас собака достаточно голодная и злая. И наша задача с вами прямо сейчас эту собаку накормить. Что мы будем делать, я покажу вам. Я не зря попросил вас взять шлепанцы. Сейчас задача каждого из вас сделать всего 40 шагов. Всего лишь 40 шагов на месте. И с каждым шагом вы должны выгнать из себя, выкинуть какие-то злые, негативные убеждения, обиды на кого-то, обиды на себя, обиды на родных, на близких, на окружающий мир, вообще на всех, даже на меня.
Вуаля! Кто следующий? Давай. Давай, 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 шагаем. Двигаемся. Выше ноги, выше. Каждый шаг чувствуй. Каждый шаг чувствуй. Давай, 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 давай. Ты молодец. Все, быстро. Надела сланцы в баньку. Пока завари веничек, разогрей там все как полагается. Мы сейчас придем. Давай, давай, давай. Ты молодец, большая какая. Отлично. 38, 39, 40. Молодец. Молодец. Давай, 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 бегом. Ай, молодец, давай. Все, быстренько в баню. Компанию Лили составь. Мы сейчас потянемся. Я ведь пойду. Пойдешь, пойдет. Я помню, как ты на вышке стояла, а потом с самого верха прыгнула. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Молодец. Молодец. Идем, выходи. Ну а как оно? Классно? Капец? Классно? Классно? Нереально. Все, быстренько, 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 быстренько в баню. Так, идем кормить собаку. Накормите свою собаку, пусть она будет сытая и довольная. Пошли. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38, 39, 40. Молодец, отлично. Ну и как? Я тебя запомню надолго. Накормил собаку? Да, собака это довольно. Милка, мне все равно нырять такой. Отлично. Аккуратненько. Давай, аккуратненько, уверенно. Никого не боишься. Ты самая сильная, уверенная. Ой-ой-ой! Ой, бодрит водичку, да? Бодрит водичку, пошли. Выше. Ну, потому что я посмотрела на Ренату. Рената молодец. Я такая думаю, я тоже буду молодец. Потому что я с этим справлюсь. Так, все, давай греться. Греться, отогреваем ножки. Руки ледяные. Ну что, Дамир, давай как обычно. Как обычно, соточку. Зайти было вообще несложно, да, но где-то примерно на середине, когда 20 раз топнул, то есть, да, там уже ноги начали, получается, мерзнуть. Вот, ну тоже какое-то мгновение такое, преодолеваешь это, потом опять нормально становится. А в бане вообще шикарно стало, в теплой воде. Молодец! Скажу честно, сегодня я доволен всеми нашими участниками. Давай в баню. Я доволен, как прошел день, я доволен, какой стресс они получили, как стрессанули, где-то понегативили, где-то посмеялись, но в итоге накормили собаку. И прямо сейчас мы отправляемся в баню, чтобы по-настоящему отдохнуть и получить удовольствие. А завтра мы идем на Еремель. Впереди еще много работы и много интересного. Смотрите в следующей серии. Мы большие молодцы, но мы еще не на вершине. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Заберу тебя в город, где нет боли. Моя любовь навечно с тобою. Генеральный партнер проекта «Фитнес-арена 3000». Официальные партнеры проекта – клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» и торговый дом «Тиастан». Стратегический партнер проекта – заборы жалюзи «Гранд Стил».